Все самое важное и интересное за эту неделю. Результат пьяного ДТП. Местный житель отсидит и раскошелится за аварию. Не справились. В Ухте до весны заморозили ремонт 3 разрушенных лестниц. А высадили ли? Дети прибирают, перевозчик объясняется. На 14-й этаж со снаряжением. Пожарный и вертикальный вызов. И Кубок памяти соловецких юнг. Ухтинские судомоделисты взяли бронзу на России. Подробности прямо сейчас. Прокуратура Ухты поддержала обвинение в деле против местного жителя 1960 года рождения. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. Авария случилась 18 июня. На 261-м километре дороги Сыктывкар-Ухта фигурант уголовного дела, находясь за рулем иномарки «Датсун» в изрядном подпитии, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. ДТП выразилось в столкновении с автомобилем ВАЗ-2107. В результате столкновения автомобиль ВАЗ-2107 вынесло на обочину, и водитель этого автомобиля получил телесные повреждения, которые по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности квалифицированы как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Мужчине был озвучен приговор 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Также подсудимого лишили на 3 года права управления транспортными средствами. Помимо этого суд удовлетворил и гражданский иск потерпевшего. В качестве моральной компенсации виновник аварии заплатит 23-летнему водителю ВАЗа 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она признана виновной в истязании 2 несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, а также в материальной и иной зависимости от нее. Дополнила обвинение статья о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженная с жестоким обращением. Суд установил, что в 2020 и 2021 годах жительница Ухты неоднократно истязала своих детей, дочь 2010 года рождения и сына 2012 года рождения. Женщина систематически унижала детей, била их ремнем и другими предметами, оставляла на несколько часов стоящими коленями на гречке, не давая пить. Подсудимая уклонялась от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, высказывала сыну и дочери пожелания зла и оскорбления в нецензурной форме. В апреле 2021 года дети были изъяты и помещены в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. План закончить ремонт 3 городских лестниц до зимы потерпел фиаско. Речь идет об объектах возле дома номер 1 по улице Советской, дома номер 17 на Космонавтов, а также между домами номер 34 и 36 по проспекту Ленина. Первую лестницу с разбитыми ступенями закрыли для ремонта еще 10 сентября, остальные 2 в конце того же месяца. Срок подрядчику был дан до конца октября, но, увы и ах. Этим подрядчиком ООО фирма СТК обещал, что к концу октября лестницы будут готовы. Но в проведении работ сначала рьяно взялись. То есть Советскую 1 они хорошо начали, сделали хорошо обрешетчивание. В принципе, неплохо сделали, ребята приступили. А потом просто остановились и перестали работать. Сначала пандемия, потом у него во время пандемии бетон ему не давали, потом у него он ждет тепловой кабель. Дальше работать с этим подрядчиком муниципалитет не будет. 11 ноября был сделан комиссионный объезд лестниц, после чего приняли решение работы не принимать, договор с подрядной организацией расторгнуть и денег за проделанную работу не выдавать. Ну и бонусом внести фирму в реестр недобросовестных подрядчиков. Ведь всеми 3 лестницами люди не смогут пользоваться минимум до весны. По Советской 1 лестница будет закрыта, там есть дублер вдоль Советской 1, вдоль дома. Мы ее будем чистить регулярно, все время следить за ней. Здесь мы закрываем, не даем, потому что там арматура, и все. Мы сейчас посрезаем там, конечно, все лишнее, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Вот, она до весеннего периода будет закрыта. По Ленина 34-36 лестницу мы сделаем деревянную, временную, до весны, до весеннего периода.
Лестницу на Космонавтов-17 также перекроют для доступа. Хоть на ней успели только снять уголки, для эксплуатации она уже не годится. Жителям близлежащих домов придется до весны пользоваться лестницей-дублером. Ее обещали в ближайшее время подремонтировать, установить поручни и убрать проросшие у ступеней растения. Весной контракт на ремонт лестниц разыграют снова. Также обещают включить в перечень и еще несколько объектов. В Ухте в очередной раз стали разбираться с информацией о высадке из автобуса несовершеннолетнего. Местная жительница сообщила, что 10 ноября ее 15-летнюю дочь высадили из маршрутки номер 12 почти в 10 вечера. Девочка сказала, что водитель не довез ее до Озерного, высадив в числе прочих пассажиров на остановке Тиман, объяснив это окончанием рабочего дня. Позже стало известно, подросток опоздала на последнюю маршрутку и побоялась рассказать об этом родителям, придумав легенду. Как оказалось, ситуация довольно распространенная, только за последнее время третий случай. Первый произошел с мальчиком на 9-м маршруте. Дитя якобы высадили из-за того, что оплата не прошла. Мама написала об этом в соцсетях на прошлой неделе, а оказалось, что родители и чадо недопоняли друг друга. До этого была ситуация тоже на 9-м маршруте. 2 мальчика, по-моему, если память не изменяет, тоже школьники. Также разгневанные родители позвонили нам. Говорят, как так? Сказали, дети позвонили, что, мол, оплата не прошла, и кондуктор в наказание их повезла на конечную остановку, на Зеленов. Посмотрели камеры, никто никого не держал, просто ребята захотели поехать погулять на набережной, оказалось. Видимо, родители не отпускали, поэтому такие вот истории. Игорь Сапко отмечает, что дети теперь очень информационно подкованные, но не всегда знают, что все городские автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, в которой видно, по какому маршруту шел общественный транспорт. В последнем случае автобус был проверен. Система доказала, маршрут построен до поселка Дальний. Да и сама подросток призналась во лжи маме, которая, к ее чести, прилюдно извинилась за ситуацию, принесла извинения автотранспортному предприятию. К слову, директор той самой компании предлагает родителям выход, как избежать таких ситуаций. Проверьте информацию сначала через диспетчера или через официальные группы перевозчиков в соцсетях, а также можно приобрести своему ребенку транспортную карту. Многие у нас не знают об этом, а она именно как раз хороша для детей. Она, и для жителей, пожалуйста, пользуйтесь, но для детей она очень удобна у нас. Кто попробовал, прям говорят, что очень хорошо. Не надо теперь у нас там вопрос с наличкой не стоит, там свои карты банковские давать детям. С любого приложения банковского своего пополнили эту карточку, есть баланс, отслеживаются все поездки, какой автобус, где, во сколько, все это можно отследить. Выход из подобных ситуаций с детьми предлагают и психологи. Главное, что хотят донести специалисты, если вы столкнулись с ложью ребенка в семье, постарайтесь его не ругать. Возможно, ваше чадо думает, что не имеет права на ошибку и боится сказать правду. Нельзя применять давление, физическое и эмоциональное. Лучшее решение – поговорить, выстроить доверительный диалог. Узнайте, почему ребенок поступил подобным образом, и объясните, что в следующий раз нужно просто позвонить маме или папе и сообщить, что опоздал на автобус, а также заверьте, что в таком случае ругать или наказывать его вы не будете. 10 ноября в Ухте прошел необычный смотр-конкурс для пожарных. В вертикальном вызове, именно так называлось соревнование, основной задачей участников стал скоростной подъем на 14-й этаж по лестничному маршу. Для этого был выбран один из высотных домов города по адресу Набережная Газовиков, 5. Соревнования подобного рода проводятся впервые, но охватывают все города страны, в которых есть здания повышенной этажности. В Ухте мероприятие посвятили недавно погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Одной из целей вертикального вызова стала популяризация пожарно-спасательного дела. Задачи данного мероприятия – это, конечно же, укрепление физической готовности личного состава, изучение характерных особенностей тушения данных высотных зданий, укрепление психологического состояния при работе в аппаратах защиты органов дыхания.
В соревнованиях приняли участие порядка 50 пожарных из Ухты и Сосногорска, личный состав дежурных караулов, свободных от несения дежурства. Сложностью соревнований стал не только тот факт, что скоростной подъем по лестнице сам по себе довольно энергозатратный, но и то, что все участники были в полном обмундировании, включая баллон со сжатым кислородом. Все это весит 20-25 килограмм. С собой аппарат СИЗОТ, защита органов дыхания и зрения, спецустройство, получается обмундирование, пожарная каска, краги, боевка. Все, собственно говоря. Просто если дышать, минут на 40-30 хватает. Всего 300 атмосфер. За этот забег я потратил 60 атмосфер. Ну, это, в принципе, немного. Такой вот забег на 14-й этаж с дополнительными 20 килограммами пожарные преодолели в среднем за 2 минуты. Самым быстрым оказался ухтинец Егор Михеев. Его результат – минута 23 секунды. В командном зачете самым быстрым оказался личный состав 22-й пожарно-спасательной части Ухты. Второе место у Ухтинской 21-й пожарной части, бронза у 28-й части из Сосногорска. Юные судомоделисты клуба «Брик» совсем недавно вернулись из Архангельска. 3 ребят под началом своего педагога Сергея Ветренникова приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кубок памяти Соловецких юнг». Состав ухтинской команды был усеченным, сказались как коронавирусные ограничения, так и финансовый вопрос. Но все же поехать в Архангельск, пусть и небольшим составом, в «Брике» сочли за счастье. Последний раз выезд за пределы Коми планировали в 2019 году, но грянула первая волна коронавируса. Более 2 лет у юных судомоделистов не было соревновательной практики на выезде. По словам руководителя клуба, это сказалось и на результатах. В одном из видов Ухта могла бы завоевать весь пьедестал, но участник, как говорит Сергей Ветренников, задумался и повернул свою модель не туда. Мог бы быть и первым, но оказался только 4-м. Но ухтинцы все же приехали не с пустыми руками. Разница между 1-м и 2-м командным местом, вы представляете, там 7 классов моделей, и вот разница между ними была всего лишь 0,8 балла между 1-м и 2-м местом. Это вот 8 различных участников отвыступалось, и вот такая вот небольшая разница была. А наша команда отстала где-то на 3 с небольшим балла от 1-го места. Вот, то есть, получается, могло все и наоборот быть. Могли бы первыми стать. Вот сколько у меня детей ездило, все дети вернулись с медалями. Так что можно похвастаться 4 личными призами. В классе групповых гонок 1-е место у Дениса Сергеева, 3-е у Влада Чисталева. Матвей Перепелица взял золото в классе радиоуправляемых моделей без так называемого стенда, когда модель оценивают внешне. К слову, в этом направлении ухтинский «Брик» тоже отличился. Корабли получили высокие оценки за качество исполнения. Помимо этого, Ухта взяла серебро и среди соревнований подводных лодок. Это также заслуга Матвея Перепелицы. Но ухтинские спортсмены-судомоделисты в Архангельске успели побывать не только на соревнованиях, но и посетить экскурсию на судне, которое занимается дноуглубительными работами, где им на память подарили сигнальные флаги. И ими совсем скоро украсят учебный класс.